Президент России Владимир Путин попросил Минздрав оказывать все необходимое содействие регионам при реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая активно идет в стране. Об этом президент заявил в обращении к участникам коллегии Минздрава. Как отметил глава государства, позитивные изменения затронули все регионы страны. Практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы, реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры. Создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское образование, отметил Владимир Путин. Осенью в Ингушском государственном университете появится 10 новых профилей подготовки. Об этом сообщила ректор университета Фатима Албакова. В сентябре ИНГУ примет студентов на программу бакалавриата «Арабский язык, реконструкция и реставрация архитектурного наследия», перспективные информационные технологии, плодоовощеводство, специальная психология и дефектология. Перечень программ магистратуры пополнится профилями адаптивные системы земледелия, селекция и семеноводство, эколого-географическое образование и дефектология. Кроме того, на медицинском факультете откроется кафедра педиатрии. Госдума приняла закон об изменении условий оплаты труда сверхурочной работы. Сейчас закон допускает, что при расчете платы за сверхурочный труд могут принимать во внимание только тарифную ставку или оклад без компенсационных или стимулирующих выплат. Таким образом, работодатель может нарушать права граждан и платить за сверхурочную работу не больше, чем за обычную. С 1 сентября 2024 года в расчет обязательно войдут премии и другие выплаты. Первые 2 часа работы оплачиваются не менее, чем в полуторном размере, а последующие не менее чем в двойном. По желанию работника она также может компенсироваться дополнительным временем отдыха. В Ингушетии в рамках реализации федеральных программ строятся новые объекты культуры в сельских поселениях Датых и Гейрбек-Юрт. Были капитально отремонтированы здания Государственного музея изобразительных искусств в Карабулаке и Дома культуры в сельском поселении Инарки. В этом году будет завершено строительство Дома культуры в сельском поселении Джейрах, а также проведен капремонт здания Центра театра, кино и креативных индустрий и Дома культуры в сельском поселении Верхние Очелуки. В минувшем году в регионе проведено около 6 тысяч мероприятий, что на 38% больше, чем в 2022 году. Также выросло число посетителей на 11,5%. Комитетом по охране объектов культурного наследия республики рассмотрена и согласована государственная историко-культурная экспертиза и проектная документация от АСМ Групп для реставрации башенного комплекса Тумги. Проект предполагает реставрацию главного святилища комплекса, а также 34 каменных башен и склепов. Партнерами проекта являются благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение». 27 апреля при поддержке Минстроя России во всех регионах страны пройдет Всероссийский субботник. Жители могут привести в порядок двор своего дома, общественные территории, высадить цветы и деревья, убрать клумбы и дорожки. На площадках субботников будут работать волонтеры, и жители смогут проголосовать за объекты благоустройства, которые появятся в Ингушетии в 2025 году. В этот раз на выбор представлены 19 дизайн-проектов и 4 общественные территории. Проголосовать также можно на сайте 06 городсреда.ру. На 1 января 2024 года уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии составил 8,8%. В аналогичном периоде 2023 года – 10,2%. Как отметил глава региона Махмуд Али-Калиматов, динамика говорит о том, что Управление экономикой республики и меры по стимулированию занятости начинают давать результаты. Власти стараются внедрить различные программы как регионального, так и федерального уровней, направленные на поддержку занятости и создание новых рабочих мест. Также утвержден прогноз потребностей рынка труда в специалистах различных направлений на 2024-2030 годы, согласно которому определена потребность 75 организаций в специалистах различных направлений в количестве 2000 человек. Рособорнадзор оперативно проработал с министерствами и регионами вопрос пересдачи одного из предметов ЕГЭ до окончания приемной кампании. Поэтому абитуриенты смогут пересдать один предмет ЕГЭ 4-5 июля уже в этом году. При этом вузы смогут учитывать результат пересдачи. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзур Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.